За круглым столом звучат не просто истории, а отголоски личной трагедии каждого присутствующего. На этой встрече вспоминают последние моменты, проведенные с мужьями, братьями, отцами, и делятся тем, когда и как их близкие пропали. Среди тех, кто пришел почтить память пропавших без вести, Марьем Гатиева. В один день 1992 года она потеряла сразу 12 членов своей семьи. Женщина осталась без мужа и все эти годы одна воспитывала 4 детей, параллельно продолжая его поиски. Прошло 33 года, но она до сих пор надеется узнать хоть что-то о его судьбе. Вот 32 года почти мы их ищем, не можем найти. И никакого результата нету. Как придешь, одно и то же, одно и то же. Мы тоже ждем. Вот мои внучат. Пришли, чтобы посмотреть, узнать, что, как. Это интересно же, чтобы показать детям тоже. Один из старейшин, выступая перед собравшимися, подчеркнул, насколько важно встречаться и хранить память о пропавших. Эти встречи для них не только повод разделить горе, но и возможность поддержать друг друга, дать понять, что те, кого нет с ними, не стерты из истории и сердец. Мероприятие организовано Общественной палатой Ингушетии и Комитетом по поиску без вести пропавших. Тем самым они поддерживают родственников, страдающих от горя, так как надежда – единственное, что остается у таких людей, годами живущих в неопределенности. Ожидание и неизвестность – самые тяжелые испытания, которые ломают даже самых сильных. Ежедневное ожидание чуда сменяется отчаянием, а затем снова робкой надеждой. Тезят адали, он хоч мчавол хоч да бо и корца бо на сдаемцан цала тезят дыз даемцан хондела сакайсту горе хо на арксего горе хо динви хо с вали я даемцан сагттеш хондез латжо хайр ермо бол бо бисполитиш аз даемцан хон лохош халбис тохкош халбис дитсулуш хона. Статистику трагедии привел руководитель комитета по поиску без вести пропавших Идрис Цуров. По его словам, большая часть людей пропала именно осенью 1992 года при событиях в пригородном районе. У нас с 92 года, с осени 92 года, списка без вести пропавших 199 человек. Мы каждый раз пытаемся найти их, обращаемся в всякие разные инстанции, но пока результата мало, но у нас с 92 года получилось найти 8 человек. 8 человек ингушской национальности и 1 человек осетин был с нами опознан. Они были похоронены тут, на Уазот-Кашмыш. Мероприятие завершилось общей молитвой. Итогом встречи стало не формальное решение, а тихое, но твердое понимание. Работа по поиску не будет прекращена, а память о каждом пропавшем требует не только сохранения, но и активных действий. Главный вывод – необходимость продолжать оказывать всестороннюю поддержку тем, кто остался в мучительном ожидании, и делать все возможное, чтобы найти ответы на вопросы, которые не дают покоя целым семьям вот уже 3-й десяток лет. Амина Зязикова, Адам Гулоев, Мовладгири Ахильгов, МАГАЗ 24.